Обеспечение населения доступным и качественным жильем. Создание комфортной среды проживания для человека всегда было обусловлено выполнением ряда стратегических задач, которые остаются актуальными во все времена. Поэтому правительством Якутии принимаются меры по созданию комфортных условий для жителей республики. Строительство жилой и социальной инфраструктуры стоит тут на первых местах. Как региональные власти справляются с этой задачей, что будет построено в республике в этом году, мы поговорим с первым заместителем министра строительства Галиной Новиковой. Галина Геннадьевна, здравствуйте. Да, доброе утро. Якутия – это самый крупный регион России, где и суровый климат, и трудная логистика. Какие задачи стоят перед министерством сейчас? Перед Министерством строительства республики стоят большие задачи. Это, конечно, в первую очередь увеличение темпов строительства жилищного строительства. Это создание комфортных условий. Это действительно создание тех условий, когда жителям нашей республики и жителям других субъектов было желание приезжать сюда, а не уезжать. Поэтому здесь, конечно, строительство жилья – это одна из самых главных задач, которая стоит перед нами. И с этой целью, конечно, большое внимание уделяется комплексной застройке. В настоящее время начата реализация крупных проектов на территории республики. В данном случае в городе Якутске это квартал жилой застройки у нас в районе ДСК, который имеет очень красивое название «Звездный», где будет построено более 300 тысяч квадратных метров, и почти 13 тысяч граждан будут проживать. Кроме всего прочего, в каких бы то комфортных, предположим, условиях именно в жилье, в том жилье или в тех жилых домах, которые построены, не проживал, без социальной инфраструктуры здесь никак не обойтись. И здесь, конечно, приняты меры для того, чтобы там были построены еще и школа на 990 мест, это детский садик на 315, в том числе и поликлиника, которая тоже необходима для граждан. И есть еще объекты, как встроенно-пристроенные объекты детских дошкольных учреждений. Соответственно, еще улично-дорожная сеть. То есть все те элементы, которые необходимы для того, чтобы действительно создать комфортные условия, чтобы была возможность отдыхать, потому что и общественное пространство, благоустройство территорий водоемов, которые у нас будут, они, конечно, тоже будут благоустраиваться. Это в каких конкретно планах заложено решение поставленных задач? Это реализация проекта, как я уже сказала, она уже начата, и в ближайшее время, там уже строятся жилые дома. И, кроме всего прочего, у нас есть еще один проект, это реализация квартала комплексной застройки, квартал Р в Нерюнгринском районе, где также планируется строительство жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры. Как проходит государственная программа по расселению из аварийного жилья? Действительно, на территории республики у нас самая масштабная программа. В настоящее время по программе, которая у нас реализуется, это более 1 миллиона квадратных метров аварийного жилого фонда, который должен быть ликвидирован до сентября 2025 года. Здесь я хочу отметить, что предыдущая программа, которая у нас была реализована, там практически в 2 раза было меньше аварийного жилого фонда. С учетом проведенной работы сегодня такое количество. Причем эта работа по признанию аварийного жилого фонда, она ведется уже постоянно. Есть федеральный реестр, где формируется количество этого признанного жилого фонда. И, соответственно, уже в настоящий момент более 600 тысяч квадратных метров, которые еще дополнительно будут уже реализовываться в последующие годы. За последние, с момента начала реализации программы уже около 20 тысяч граждан переселено, построено достаточно большое количество многоквартирных жилых домов, потому что у нас порядка 80 сейчас находится в стадии строительства. То есть программа эта реализуется на всей территории республики, во всех районах, во многих населенных пунктах. Есть, конечно, районы, где очень большое количество, да, и в городе Якутске, и в Алданском районе. Соответственно, здесь планирование идет достаточно большое количество, где строятся многоквартирные жилые дома. Причем были внесены соответствующие изменения. Кроме многоквартирных жилых домов, возможно, будет строительство индивидуального жилищного строительства, так как у нас есть небольшие населенные пункты, и, конечно, жителям, которым там проживают, более комфортно уже проживать в той среде, в котором они сегодня
проживает, да, то есть это индивидуальные жилые дома. На сегодняшний день такие изменения внесены, но еще требуется некая доработка в части там порядков и так далее, то есть то, что необходимо в дальнейшем. К концу этого года сколько еще будет построено и введено в эксплуатацию? У нас, вот если за последние 5 лет брать те объемы, которые были у нас введены, это было введено порядка 2 миллионов 800 тысяч квадратных метров жилья. То есть в среднем более 500 тысяч у нас каждый год вводится. В этом году у нас план, который в соответствии с национальным проектом, это 551 тысяча квадратных метров жилого фонда. На сегодняшний день введено около 199 тысяч, и почти половина – это индивидуальное жилищное строительство. 1600 жилых домов, которые уже построены индивидуального жилья. То есть вот этот остаток, который у нас, это вот те планы, которые должны быть введены. Причем я хочу отметить то, что несмотря на определенные сложности, удорожание там, строительных материалов и так далее, тем не менее у нас показатели по вводу жилья, они практически на 30% выше, чем были с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому вот до конца текущего года мы должны еще ввести много жилых домов. Ну, с учетом условий, климатических условий, у нас основное количество, конечно, вводится уже 3-4 квартал каждого года, то есть осенне-зимний период. Вот как обстоят дела с социальными объектами? Сколько школ, детских садов будет построено в этом году? Какие планы уже на следующий год? Республика очень активно принимает участие в реализации многих национальных проектов. Это и демография, это национальный проект образования, здравоохранения, то есть очень многие проекты, и культура, то есть вот очень большое количество объектов строится. Сейчас порядка 43 объектов, которые именно по национальным проектам находятся в стадии строительства. 15 объектов должны быть введены до конца текущего года. Темпы по строительству, по вводу жилья, по вводу социальных объектов, они не снижаются. Практически каждый год вводится не менее 10 школ. И в настоящее время в стадии строительства находятся объекты такие, как пристрой к школе номер 5 в городе Якутске, пристрой к школе номер 12 в селе Пригородном. Запланировано строительство. Также должны быть в ближайшее время, тоже в осенний период, будет введена школа 990 мест. Это самая большая первая школа, которая строится у нас на территории республики. Это в районе Прометей. И запроектированы объекты, тоже объекты образования. Это пристрои к школе номер 26, 29 и также школы у нас в других районах города, то есть республики. То есть не менее 10 школ в любом случае будут введены. Плюс разработанная ранее проектно-сметная документация. Это кадетская школа, которая также у нас будет реализована, срок ввода ее 2023 год. Это школа в Жатае, то есть планы очень большие. А вот с учетом текущей ситуации в стране, со стороны государства будут ли разработаны дополнительные меры поддержки отрасли? Да, уже и в настоящий момент, и вот с начала текущего года очень много изменений было внесено и как в федеральное законодательство, так и нормативно-правовые акты Республики Саха-Якутия. Сегодня все объекты, которые начато строительство, которые запланировано, они все ведутся в плановом режиме. Тем не менее, вот те изменения, которые произошли, они, конечно, повлияли у нас на удорожание строительных материалов, да, и здесь со стороны правительства Российской Федерации были внесены или приняты соответствующие нормативные акты, которые позволяют вносить изменения в контракты. Это и заключение с единственным поставщиком, да, с учетом того, чтобы сроки реализации проектов не были нарушены, чтобы объекты были введены в те сроки, которые были заранее запланированы в рамках нацпроектов.
Это, вот, как я сказала, возможность заключения с единственным поставщиком, но есть определенная процедура. Далее были внесены изменения в части увеличения стоимости контрактов в связи с удорожанием строительных материалов. Но здесь, конечно, необходимо было провести определенную работу. То есть по объектам, которые стоимость более 100 миллионов рублей, необходимо было скорректировать проектную документацию, получить положительное заключение государственной экспертизы. В связи с этим по объектам эта работа была проведена. В рамках инвестиционной программы более 700 миллионов было перераспределено вот на объекты, которые находятся в стадии строительства, а также из резервного фонда Российской Федерации были направлены средства на проекты, которые тоже реализованы. Это объекты образования, это онкологический диспансер, который у нас должен быть введен в 2023 году. Это также объекты образовательные школы и объекты здравоохранения, которые тоже находятся в настоящее время на стадии строительства. Какие знаковые объекты были построены к столетию якутской автономии за последнее время? Это работа по строительству объектов к этому великому празднику республики. Начато строительство с 2015 года, и не менее 100 объектов мы должны были построить. Сейчас, конечно, большая часть объектов уже введена. Как мы все знаем, введен уже эксплуатируется, принимает больных кардиодиспансер. На следующий год у нас должен быть введен онкологический центр, Малая академия наук введены, и также школы и детские садики, которые уже были построены. В ближайшее время в этом году будет введена больница Вилюйски, которая строится там с определенными, достаточно протяженный, может быть, период, но тем не менее на сегодняшний день финансирование предусмотрено, в этом году она уже будет введена. Это объекты коррекционная речевая школа, тоже в рамках данных мероприятий. Это объекты здравоохранения, это поликлиника номер 2. Такие достаточно большие объекты, которые именно направлены на то, чтобы гражданам было комфортно. Галина Геннадьевна, большое вам спасибо за беседу. Мы надеемся, что, несмотря на такое непростое время, все эти планы будут реализованы. Ну, конечно же, спасибо вам за интервью. Спасибо. Это было актуальное интервью, которое мы провели с первым заместителем министра строительства Республики Саха-Якутия Галиной Новиковой. Мы говорили о темпах строительства в Якутии.